На территории Чеченской Республики полицейские проводят рейдовые мероприятия на предмет выявления незаконного оборота сильнодействующих препаратов, которые употребляются для быстрого наращивания мышечной массы. Эта работа проводится по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который призвал работников министерства и ведомств, широкую общественность уделить пристальное внимание проблеме потребления молодежью запрещенных препаратов. Задав вопрос, откуда появилась эта проблема, находим простой ответ. Стремление к красоте – удел каждого человека. Желание быть красивым обострено у молодых людей, а особенно у подростков. Парнишка начинает задумываться о своей фигуре и стремится стать первым красивым качком среди сверстников. Ему нравится, что прекрасная половина обращает на него большое внимание. От избытка такого внимания начинает зацикливаться на своей внешности. Хочется более быстрого эффекта. И в этот момент приходят в жизнь стероиды и анаболики. Главная опасность при приеме анаболиков является та, что побочные эффекты от их приема сразу не замечаются. О том, что из себя представляют анаболические препараты и о их вреде для здоровья, рассказал врач спортивной медицины ЛФК Алу Асмаев. Анаболические стероиды – это препараты, которые увеличивают массу тела, повышают количество задерживаемого в организме воды и остальных веществ питательных, и за счет этого увеличивают общую массу белковую и жировую, общую массу тела. В основном эти препараты используются так называемыми бодибилдерами, то есть людьми, которые занимаются в тренажерных залах, качаются, пытаются создать себе такое атлетическое телосложение, насмотревшись в голливудских фильмах, где двухметровые здоровые амбалы по 1,50 м в ширину разрушают кулаком стену, они пытаются сделать себе такое же тело. Но так надо понимать, что это все искусственное, во-первых. Во-вторых, такая нагрузка на организм, она влечет с собой много побочных эффектов, вплоть до развития злокачественных опухолей, рака печени, доказаны рак половых желез, доказаны раки почек и других органов, которые действительно вызываются этими анаболиками. То есть накачаться, привести тело в форму, выглядеть красиво и выглядеть очень атлетично и быть сильным можно и без химии. Многие искренне верят, что прием чудо-капсулы или волшебного укола даст им ощутимый эффект, без лишних затрат силы и времени. Это, скажем мягко говоря, абсолютный бред. Чудо-пилюль нет. Молодой человек считает, что если бы он захотел, то купил бы себе стероидов и стал бы не хуже Арнольда Шварценеггера. Он думает, что анаболические стероиды потребляют все, кто имеет чуть более или менее хорошее тело с бицепсом. А это глубокое заблуждение, ведь настоящие спортсмены тратят на это годы упорных тренировок. Своим отношением к применению стероидов поделился известный не только в стране, но и в мире каратист и кикбоксер, мастер спорта международного класса Лечи Курбанов. Мой вид спорта – восточное единоборство, карате у нас, киокушинкай. К этому относятся и кикбоксинг, и любые ударные виды, они тоже самое к этому относятся. И поэтому нам что надо? Нам не нужны большие мышцы. Худые нам не нужны, конечно. У нас есть весовые категории 70, 80, 90 выше. Нам больше всего нужна выносливость, нам нужна сила удара и техника ведения боя. Это то, что нам нужно. И если тренируемся конкретно, бойцу нужно хорошее питание. К врачу идешь, он назначает по состоянию здоровья свою программу. Но то же самое в спорте, если даже это что-то без этого не обходится, какой-то вид, ему нужен индивидуальный подход и конкретная программа. Тренер должен советоваться с врачом, если это применять. Если сам тренер все знает, без проблем. Если не знает, он должен советоваться с врачом. Если нету такого специалиста, врача, все, лучше этим не заниматься. Мое такое мнение. Главное не забывать, что анаболические стероиды – это коварный допинг, безжалостно разрушающий здоровье. А оно – самая главная ценность в нашей жизни. О том, что человек должен беречь данное ему Всевышним здоровье, рассказал советник главы Чеченской Республики по делам религии Баили Тевсиев. Заниматься وين ما خار ملخ ملخ إذا شيء химический состав يلشدو شيء предназначение يلشدو فتشو شيء قيق مع العقول لين سحق إحا ديش ناقي تتيحا بالا بيا ألت إدلنا دي قدر تتيحا ديبارتامنت دخون أوبروليني بالا بياشيو
وهي تتعين رياض мероприятий يعيش мероприятий شوية спортивной молодежной общественной организации شسأ وتتعدو قبال بنا كبيرة بدال ملا سنة دولش دولو زيت حاشية كويوتش زيدو هندالش قرآن شعدال أبو بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة شيء دوغمشه هلك خلاريه مقيس أش تو الشيء ديا هلك دياش دوش دلهما الشيء ديا غنت إما دابو قرآن شعدال ملخما بيدات أعشي جاحا باير ملت إخديح قندوش دلهم هي تون بيان بوش بالبالح والخاء تخوش تون إحيح ونتخوش أعدياش دوش دلهما عديح مقشلة تو تلغوش خلش تو قلوح خلش حون إحيش تحن مريح يوحنت مثلا تو حون إتايا موتعة أما تو حديخ تادع تو حكير مقشلة قلوح خلش إذا شرعها مقشدات إذا حارم دو تون ديره مثلا بايامر زمان شو حدا يوصل مهولتنا دنيا شوها رزويتي سبورت يول دقن مايو وين ما خا سبورت دو حرا أولمبياد دريفني جريتير حق يال رازنا ويد سبورت تو زمان شو عدين براكتيسكي أدمه دنيا شو حدا دول دلشانه أدم ددر حال دالر قوس دالر لتر واحد وغر جيرش ثاني لتر يزهم أير قيدك دقهم نشأ أدمن يقع سبورت شحي أن دقن يتندر بايامر شيء زمان شو عين بوصل دين قار حيث اتدم بايتنا دق سبورت شغله مثلا بايامر ديلسون هولتون واحد ورغلتر بيرجلدين متجيو نيك عام در بايامر سنة تغدوش دو نيس الله اق چوتو غر مثلا قزامن شو عجرس تو غر دو اذا بايامر ديلسون هولتون سنة تاني دوغش دو ودر حلق والر قوس ولر اذا بايامر سنة تاعها أقيوخ سبورت تندر شيء مغش الله تايش دولهم إذا ملخا بوصل الدنيا ح ميخلورش دو دزلورش دو هند ألش بايامر شيء حديث عليه الصلاة والسلام الله المؤمن القوي تشوغولش البوصل بستق خير من مؤمن ضعيف غيل بوصل بستق الله ولا عويز دي غن شيء نوع الله مغش اللي نوع الله خين ياتش ملخش بار معمل مجر در شاعر اللير دقة ولا أتليرش تنا زيخيلره ست دين شو جديد سخلر تنا لير ست دين شو إحا أخملر شادو أما لير علما ثاني مقشلين زيخلر سوتشل شو ما إذا شرع حارم دو تنت أقيدة مقردات اليل ده مقردات بزوج دال شاريز وش يعني سدويل ويت عبارك تيويل. Применение анаболиков помимо смертельных болезней вызывает психологическую зависимость. Человек привыкает к этому действию настолько, что нередко не может обходиться без новых доз препарата. В то же время помочь нарастить мышечную массу могут обычные продукты питания. Некоторые растения, например, обладающие мягким анаболическим эффектом. Сельдерей, чеснок, лук, пастернак и, наверное, будете удивлены, даже черемша. Наши предки всегда славились своей красотой, силой духа и тела. Они знали, что для того, чтобы тебя уважали и любили, не обязательно иметь физическую силу. Важнее сила ума.